Якутия является лидером на Дальнем Востоке по строительству жилья. Об этом заявили члены республиканского правительства во время отчета перед жителями Алдана. О чем еще говорили, расскажет Руслан Павлов. Отчеты правительства перед населением всегда вызывают интерес. У граждан появляется возможность напрямую задать вопрос исполнительной власти региона. В условиях непростой экономической ситуации население жаждало услышать о реализации антикризисных мер в республике. В прошлом году на обеспечение устойчивого развития экономики и социальной стабильности в Якутии было направлено более 17 миллиардов рублей. Средства у нас были направлены на поддержку аграрно-промышленного комплекса, на стабилизацию работы системообразующих предприятий республики, предприятий транспорта, санавиации, на возмещение затрат по обслуживанию кредитов, на выкуп воздушных судов. Вы знаете, что у нас в республике, в отличие от многих регионов, работают две наших региональных авиакомпании, это авиакомпания «Якутия» и полярные авиалинии. Ну и, собственно, на социальные гарантии по лекарственному обеспечению нашего населения и на финансовую поддержку предприятий коммунального комплекса. Кроме того, удалось увеличить долю доходов от нефтегазового комплекса, перевыполнить задания по добыче золота, нарастить объемы перевозки грузов. Из социальных гарантий на текущий год существенно возросли объемы поддержки многодетных семей. В 2016 году значительно увеличена сумма на субсидии для семей, которые имеют 5 и более детей. Если в прошлом году на эти цели было выделено 150 миллионов рублей, в 2016 году мы заложили в бюджет республики 300 миллионов рублей. Всего таких семей по республике 1135. Республика находится в числе лидеров по жилищному строительству в Дальневосточном федеральном округе. Новые квадратные метры появляются и благодаря программе переселения из аварийного жилья. Мы должны переселить порядка 30 тысяч граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде общей площадью 490 тысяч квадратных метров. Поэтому в 2015 году мы в рамках данной программы расселили 2029 семей и ликвидировали почти 91 тысячу квадратных метров аварийного жилья. Вообще, отчеты правительства перед населением – это всегда возможность не только выслушать доклад, но и живое общение народа с властью. Люди рассказывают о наболевшем, что волнует сегодня и требует скорейшего решения. Алданцы вновь обратили внимание на сферу здравоохранения, капитального ремонта жилья, газификации. По итогам отчета оценку работе правительства не выставляли. Стороны услышали друг друга, решив продолжить работу в режиме конструктивного диалога. Руслан Павлов, Сергей Шипачев, НВК «Саха», Алдан.